Мы продолжаем наш эфир «Куда сходить в выходные?». С учетом того, что объявлен год театра, вы можете посетить спектакль, но если вам хочется окунуться в мир истории, почему бы не сходить в музей? Кстати, музеи предлагают весьма интересную и новогоднюю программу. Об этом мы поговорим с нашими гостями из исторического парка «Россия. Моя история». Доброе утро. Это Лена Васильева, специалист по выставочной деятельности этого парка, и Айтал Яковлев, методист исторического парка «Россия. Моя история», кандидат исторических наук, доцент исторического факультета СВФУ. Доброе утро. Доброе утро. Парк «Россия. Моя история» насчитывает в своей истории всего 1 год, но уже за этот год он полюбился как горожанам, так и гостям столицы. Кто больше всего посещает этот парк и чего уже, можно сказать, добился за этот год этот музейный комплекс? Ну, у нас самые частые посетители – это в основном дети школьного возраста, студенты, и в большинстве случаев по праздникам к нам приходят, например, с семьями. Если говорить так, то парк, он работает у нас 1 год. А для исторического парка это, как историк отмечу, да, то, что это не срок, потому что все, что мы делаем в этом парке, оно вот отразится через 10 лет, например, да, через 20 лет появятся те люди, которые будут говорить, вот я знаю историю России именно с тех самых пор, как посетил вот парк «Россия. Моя история». Вот я не раз бывал в этом парке и всегда наблюдал творческий подход к созданию и как экспозиции, и проведению различных мероприятий. Была и ночь в музее, организованная вами. Что в этот раз вы готовите к Новому году? Наш парк постоянно экспериментирует с различными форматами, работает для того, чтобы расширить сферы своей деятельности. На данный момент у нас уже более 30 социальных партнеров. За год мы стали одной из таких ярких площадок для культурных мероприятий. И на этот раз к Новому году мы предлагаем новогодний фестиваль. По всей России, во всех исторических парках «Россия. Моя история» по стране будут проходить мероприятия в формате фестиваля. И наш фестиваль, он открылся уже на самом деле в ноябре, 18 ноября. Его открыла выставка авторских кукол Харчана, которая, кстати, закрывается уже вот на этой неделе. Замечательная экспозиция, которая привлекла внимание горожан, особенно, конечно, малышей с семьями. Вот. Затем у нас в течение вот этого времени пройдут различные массовые мероприятия. Самое ближайшее – это в это же воскресенье, 16 декабря, у нас будет день в историческом парке, новогодний день в историческом парке. Конечно же, мы готовим огромное количество квестов, различных экскурсий. Наша экскурсионная служба разрабатывает специальные новогодние экскурсии тематические. У нас пройдут мастер-классы, ярмарка новогодних подарков. Ну, Айтал, видимо, как методист, он старается что-то туда привнести, да? Ну да, у нас парк работает как, самое главное, это как площадка. То есть любой человек с любыми идеями может к нам подойти и сказать, вот я хочу провести какую-то выставку, конференцию. У нас работает лекторий, у нас есть достаточное количество площади, чтобы площадки, да, чтобы любой проект творческий, научный, образовательный смог быть реализован очень красиво и охватить достаточное количество людей. То есть площади и, как сказать-то, в физическом плане и в ментальном плане позволяет сделать любой проект, достаточно такой массовый проект, хорошо. Посещение парка сейчас бесплатно? Нет, оно платное, но очень такая интересная, достаточно обширная градация ценовая, то есть очень много льготных билетов. И, конечно же, большая часть наших мероприятий, она все же бесплатная. Например, школьники могут посещать бесплатно, до 18 лет могут подойти. Почему школьники? Потому что этот парк, он прежде всего образовательный. Там человек, который хочет сдать историю обществознания, например, да, может туда прийти и целый день ходить просто и готовиться к ЕГЭ, ОГЭ. Спасибо большое за то, что вы подошли в это утро к нам в программу. Хочется пожелать вам еще творческих новых идей, чтобы парк «Россия. Моя история» привлекал как можно больше аудитории, не только молодежи, но и взрослых населения, чтобы они приводили туда своих детей. Спасибо большое, с наступающим Новым годом.